Всем большой привет! 3 января у нас на календаре. Позади новогодние праздники. Погуляли, порезвились, отдохнули. Кое-кто и поработать успел уже. Сегодня вот на отцепном, Роман Геннадьевич. Ну, я хотел вчера, но думаю, знаю, что предстоит большая работа. Это отдалбливание верхнего участка, который мы заморозили еще в конце декабря. Подождал Ромку. Ромка сегодня отработал ночную. И вот выехали поднять эти палки и завтра проверить. Или сегодня мы посмотрим, как по настроению, те палки, которые я наживил 30 декабря. Вот, проверили уже 2 палки, подняли. Вернее, одну не подняли, там маленький налимчик живец оставили. Потом в конце сделаем лунку пошире, туда забросим. И что вы думаете? Проверяю 3-ю палку. Луночки делаем маленькие отверстия, лишь бы влезала палка. Так, смотрю, у меня через палку кто-то дергает. И не хочет луночку лезть, маленькую дырочку-то. Подошли, отдолбили. И как бы кто-то там был, это 100%. Возможно, он будет на льду. А возможно, у нас ничего не получится. Решил показать это действие и вам. Давайте смотреть вместе, что у нас получится. Дай бог, чтобы у нас что-то получилось. Не взяли с собой ни крючка, ничего, да? Там осталось в этом в санях. Что, возьмем или так попробуем? Давай попробуем так. С крючком-то было бы, конечно, интереснее, да? Далеко крючок. Ну ладно, наш так наш, не наш так не наш. Посмотрим. Если наша Наташа, щука это у нас Маша, налим это вот пусть у нас будет Наташей. Если наша Наташа, то это Наташа наша. Я так поднял, и у меня тынк-тынк. А может это щука? Если щука может перекусить, собака серая. Может это и Маша. Опа, о, видишь, как он дергает. Был хариус, и он попал на хариуса, да, получается? Лунку-то не хочет лезть. А? Свет убрать. Не-не, свет-то не убирай. Вот такая вот Наташа наша. Янцикадан. Я смотрю, блин, сам себя поймал гамашу. Гамашу на Наташу. Твою мать, ну отцепляйся. Так, делаем расследование, что у нас как было. Вон, или он на другой, или на этой, нет. Попадал хариус. Все уже кулума, собачий корм получается. И не знаю, или на хариуса. Хариус испортился. Это с 18-го, это, конечно, вот такой хариус был. С икрой хороший, но собачий корм. И вот на небольшой крючок. За губу, еле-еле. За счет этого и он и выжил. Если бы он проглотил, он бы умер. Так что не зря, Роман Геннадьевич, мы мучились. До последнего верили. Налим все-таки был. И налим нас дождался. Ну, насколько он потянет? Я говорю, кто-то дергает. 4 килограмма будет по-любому. Здоровячок хороший, толстенький. Вон. Я за губу, я за эту же дырку, блин, поймал его, считаю, полностью раздолбило. Если бы вперед-назад еще раз сыграл бы, и все, вон, смотри, крючок. А, нет, он за зубу попался, но крючок не очень-то и толстый, вон. Крючок тонкий, и он вполне мог уйти, но наша Наташа Янцикадан. И вот такой вот харюзок даже был. Но испортился, собака съест. Янцикадан. Ну, отличное начало. А этот по-любому с прошлого года уже барахтается. То есть я его мог 30-го поймать, если отдолбил. Я его мог 19-го, 20-го, когда он попал. Потому что он не сейчас попал, это точно. На новогодний стол и просился. Да, просился на новогодний стол, но не допросился. Ну ничего. И на Рождество у Генчика на день рождения он будет отличным украшением стола. Вот Янцикадан.
Вообще, Господи, помилуй за такой новогодний подарочек. Все, а палки мы, независимо от того, что налим попался, не попался, все равно поднимаем, потому что у нас все палки промерзли эти. И, как говорится, потом будет время, ну теперь уже тем более, наверное, все-таки сюда где-то новую луночку поставлю. Потому что долбить эту лунку уже смысла нету. Проще новую выдолбить. Хотя хрен его знает. Сейчас можно, в принципе, и дырка уже есть, подолбить, да ту крайнюю поставить живцом. Малька одного выпустили. Он как запутал, как крутил его сюда. Я и смотрю, он в лунку не лезет и дынк-дынк через палку дергает. Ну, если что наше, то наше. Янцикадан, я очень рад. Уже хорошо, уже настроение на высоте. Он как он долго крутился и ждал. Из-за этого он еще и в лунку-то не лез, потому что вместе с палкой он лез, получается. Хорошо, что не стал дергать нагляк. Я бы губу порвал и все. Все хорошо, что хорошо кончается. Так, ну что, отдолбили еще одну лунку. Правда, дырка маленькая. Не знаю, ну ладно, попробуем. Раз повезло, может быть еще повезет. Теперь уже есть надежда на каждую палку. Вода падает, лед падает. Палки на полметра почти в землю ушли. Так, здесь никто больше не дергает. Нет, что-то дергает маленький, но это или язь. Язь, наверное, да. Вот такой вот Язенти еще нас дождался. Янцкадан. Мы еще и сегодня с уловом пришли поднять палки просто. Просто поднять, чтобы они во льду не торчали. И заняться другой рыбалкой. А, конечно, смотри. Он зафиксировался. Он попался и леской закрутил. И он, получается, леска держит, видишь? Это 100% был наш. Он сам себе сделал смертельную петлю. Вот такой Язенти еще. Живохонький. Нежданно, негаданно еще и рыбу поймали. Это Ромка просто счастливый. Постоянно буду тебя брать. Без тебя больше даже ходить не буду. Ромка сегодня еще думал. Ну, так-то нет большого желания. Ну, если надо помочь, то надо. Я говорю, надо, сынок, надо. Ой, как надо. В прошлый раз, говорю, батька устал долбить. Так. Это поднимаем, да? Поднимаем. Не будем же сейчас все отдалбливать, да? Хотя бы через это. Это полностью отдолбил, нет? Нет, маленькая дверь здесь. Маленькая. Ну ладно, поднимаем. Если что, под лунку всегда можно будет поставить свеженькую. Так что пока поднимаем, тем более живцами напряг. Вон контрольная, там 15 штук у нас. Здесь вот одна контрольная. Первая будет у нас. И посмотрим, если где-то, может, лунка получится. Оставим 2-3 контрольные. Будет ловиться, поставим по новой. Да? Да. А как-то вот так вот приходится отдалбливать промерзшие лунки, которые уже так с 18 числа, сколько, 12-15, 2 недели были не проверены. Давили морозы до 42, до 30. Сегодня тоже у нас 22 градуса. О, наконец-то дошли до воды. Это по центру, где самый тонкий лед. По краям основной лед не меньше 50 сантиметров. Это у нас не Якутия, у нас не метровый лед. Но, что ни говори, все равно, если долго не проверять, все равно замерзает. Если бы мы проверяли постоянно, хотя бы через день, то, естественно, так бы оно не промерзло. Просто поправляли и все. Вода теплая, она бы сама себя согревала. Лунка была бы нормальной. А если долго не проверять, вот такая вот фигня и получается. Это с третьего подхода. Сначала сантиметров 7-10 снимается один слой, поубирается, потом второй. И потом с третьего раза уже, грубо говоря, судя по пешне, лед по колено, да?
Это около, наверное, это около 50 сантиметров по-любому есть. Дождали все-таки, что верхняя полыня примерзла. Сейчас хоть шуги не будет. Но очень долго ждали, что пришло глухозимье и пора уже поднимать палки. Но полностью мы еще не закругляемся. Это временное отступление. Как бы будем заниматься другой рыбалкой. У нас будет рыбалка на удочки. И когда потеплеет, может быть, вставные удочки поставим. Это все зависит от наличия червей. Ну, тут луночку подолбили. Можно будет здесь, если что, поправить, доставить. Тоже палку, наверное. Одну. Налим обнадежил. Пришли уже со 100% уверенностью поднимать. Налимяк обнадежил. Это всегда так. Только собираешься сделать точку, руки потом сами рисуют, только запятую. В принципе, лунка нормальная здесь. Края сейчас еще выдолбить. Эту палку можно будет тоже ставить. Широко задолбил. Камушки. А по камушкам. А по камушкам. О, тоже что-то, видишь, поднято. Угу. Кто-то был, закрутил до верху аж. До верху закрутил и сошел. Не понял, что-то дохлое походу идет. Трава. Трава. Я думал. Самое плохое, это когда что-то крупное попадало и сорвалось. Это хуже некуда. А когда так, нормально. Тем более вдвойне нормально, когда еще и живые налимы, живая рыба еще. Как-то я самое большое месяц не проверял, наверное, 1,5, когда в Москву ездили. Приехал, отдолбил, а там еще живые налимы. Дождались. Бывает и такое. Так. Это что мы? Ну, кинуть захотели потом вроде, да? Угу. Ой, крючкам конец фильма пришел, заржавели. Почему-то вот пользуешься постоянно, чистишь, ну, когда мальками не ржавеют. Стоит только добросить, они лежат на дне и с махом ржавеют, когда ни мальков, ничего нету. Так, все решено. Сейчас я чуть пошире сразу сделаю немного, пока ты еще не забрал. Здесь палки. И эту палку тоже мы оставляем тогда. В надежде на лучшее. Вон. Сейчас скажу сколько. Вон основной лед. Я говорю, колено, даже чуть выше колена. Это получается 20, 40, 50 сантиметров где-то лед. Уже отдолбили. Мне в комментариях как-то писали, а лунку, говорит, не пробовал под наклоном, чтобы крючки не это. Одно дело пробурить, второе дело отдолбить. Я говорю, пробовал, почему нет? Все пробуем. Так что точку пока не ставим, ставим пока запятую. Все порыбачим. Так, Роман Геннадьевич тут у нас эту палочку тоже отдолбил хорошо. Так что через палку получается. Так что здесь независимо от того, что попало, что-то не попало, эту палочку мы оставляем тоже. Тем более камушки, место хорошее. Я так думаю, не зря мы ее оставим. Что-нибудь да обязательно поймаем. Так. Что у нас есть? Что-то нет. Небольшая натяжечка даже. Ну, это может быть трава, конечно. Вот сколько травы забилось. Трава, шуга, фигня всякая.
Ну, я так думаю, вон, крючки все пустые. Значит, что-то здесь было. 100%. Все крючки пустые. Это, наверное, язики. Так что оставляем эту палочку и будем на нее ловить рыбу. Мы еще порыбачим. Так. Роман Геннадьевич тут у нас постарался, опять лунку выдолбил большую. До конца промерзло, да, было? Да. Ну, походу, зря, не знаю, вот зашуговано все. Через одну, в общем, одну поднимаем, одну оставляем. А тут, не знаю, вот что-то зашуговано. Но попробуем палкой так вот покрутить. Может быть, шуга уйдет. Живец, может быть, затащит. Попробуем. Верхняя полынью затянула, но шуга, видать, то, что была, она никуда не ушла, осталась. Так, ну и, конечно же, есть шанс, что здесь рыбка есть. Так. Небольшая натяжечка есть. Кто-то даже дергает. Кто-то даже дергает. О, это жиган, похоже, что ли? Да ладно. Нет, язёчек. Вот такой вот язёчек. Дружочек. Язи обычно долго... А, за носяру попал. Вот и выдержал. Видишь, еле-еле уж держался. Вон, 2 язя уже и налим у нас. Мы еще и с уловом. Не ждали, не гадали. А улов есть. И малек кулума. Ладно, оставляем. Сейчас попробуем почистить это все, шугу. И закинем потом, когда все палки уже будут готовы. Там в тюрьме у нас мальки есть. Возьмем и наживим по-быстрому. Так. Это пока оставляем так. Так, вот у нас тут палочка запасная есть. Сейчас этой палкой будем вот так вот делать бугуль-мугуль, гоголь-моголь. И чистить от шуги вот эту лунку. Так, ну-ка дай-ка, Ромка, пешню. Я сейчас это подолблю немного ее по краям. Там, если уже оставили, чтобы краев не было. Так, ладненько, что, готовим лунку к посадке, так сказать. Встречаемся на следующий. Так, Ромка у нас опять тут прорубь целую наколол. Зато уже пролезет, да? Тут, походу, тоньше, да, немного? Я также 3 раза долблю. Так же? Или просто то, что... О, течение тут... Где-то здесь, примерно здесь нам большой окунь попадал. Натяжка есть. Да ладно, что тут даже еще и дергает. Типа язя. Тихо-тихо будь. Да, это язь. От Енцикадан еще и дождался, молодец. Так обычно долго они не ждут. О, за носяру попался капитально и нос не раздолбало. 3-й язь. Отлично. Последняя проверка прошлогодняя, и то было хуже. Намного хуже. Там что, 1 налимчик, 2 язя, что ли, было всего? А тут вон, Енцикадан, уже отличный, хороший улов. И еще не вечер, еще долбим. Так, это пока кидаем сюда течение, камушки. Так что мы еще здесь в этой лунке порыбачим. Сколько тут у нас глубина? Метр. Где-то 2,5 метра еще осталось. Кидали это было глубже намного, и течение сильнее было. Вода упала где-то, наверное, метр почти. А уже не песок здесь, не камни, уже песочек здесь оказывается. Песочек. Ну ничего. На песке тоже. И течение. До сих пор течение сильное. Ну хоть шугу не несет, уже и то хорошо. Так, у нас еще одна майна готова.
с быстрым течением. Ромка сказал, даже здесь лед чуть потоньше был. В 2 подхода, говорит, отдолбил. Из-за течения, видать, не успело сильно намерзнуть. Но тут как бы есть надежда на хариуса. Не, хариуса нет. Но крючки пустые. Что-то было. 1 малек есть. 2 малька на месте. Так что, если уже Ромка отдолбил, все равно эту майну, значит, оставляем. И посмотрим. 2-3 проверочки, как себя поведут. А там видно будет. Сейчас пока кидаем, там потом возьмем живцов в тюрьме и наживем по-быстрому, потому что мороз крепчает. Градусов 25 уж как минимум. Ромка-то двигается, ладно. А я вот уже немножко начал замерзать. Вот. Здесь у нас луночка маленькая, лишь бы палка пролезла. Ух ты, вон насколько в землю вошли палки. Хотя они и не острые. Если бы подольше чуть еще оставили, иногда аж переламывает их. Когда долго не проверяешь, и вода быстро падает. Так, что у нас здесь? Никого. Поднимаем без всякого сожаления. 2 живца даже как бы на месте было, никто их не тронул. Поднимем палочку до лучших времен. Леску пока не сматываем, оставляем прямо на палке. Придет время, и мы ее закинем обратно. Возможно, только крючки поменяю. Некоторые крючки вообще уже вот так вот делаю. Куда-нибудь один конец упираю. Потому что если кидать просто так на снег, то будет наледь. И палку ты потом со льда не вытащишь весной. Все замерзнет, все примерзнет. А так отдолбил конец палки. И все, спокойно вытащил. У нас осталось 2 луночки. Ромка готовит крайнюю. Там у нас бутылка с живцами. И это предпоследняя. Не помню, чтобы здесь была когда-то рыба. Дай бог, чтобы хоть сейчас было. Место, в принципе, неплохое. Камушки. Среднее течение. Нет, пока нет. Но и живцов нету. Кто-то был. Кто-то был, кто-то был. Кто-то был и кто-то сплыл. Все 3 крючка пустые, так что пока кидаю воду, чтобы не замерзли. Сейчас возьмем живцов и будем наживлять. Мы еще порыбачим. Осталась последняя палка. Последняя. О, вода поперла. Лед есть хоть? Не проваливаемся мы с ураганом здесь. Здесь уже опять до 3 раза. 2 палки только было, не до конца замерз. Ага, хотя, ну это крайнее течение тут послабже, но самая лунка-то здесь самая большая была. Я считаю, для бутылки-то большое дело. Край зашугованности тут, вон, с осени был берег весь зашугован, тут было открытое. И вот с краю мы сюда бабахнули. Сейчас берег уже, вода падает, начинает берег промывать. Ключи, ржавчина, вот это все. Появилась промоина, которой не было, которая меня в прошлый раз испугала. Но там не так глубоко, в принципе, сбоку прошелся на лыжах, проверил. Нормально. Пока нормально. Кто знает, вода еще больше упадет, может быть, еще дальше промоет. По берегам везде бьют ключи, и не так-то просто с берега попасть сюда. Опасно, скажем так. Утонуть не утонешь, но искупаться можно хорошо. Что, пятишка пролезет, да и хорош, наверное. Сильно большую не делай тоже. Замучаешь засыпать потом ее. Хорош, наверное.
Там уже не пятишка, там уже кегля 30-я влезет, наверное. Батарея на морозе лишь бы не села, на последнюю хватило бы. Не холодно? Скажи, жарко, да? Тяжело, потому что последние 2 палки вспотел. Ага. Надо было перекур сделать. От мокрый потом можно заболеть. Ну, я сейчас сказал куртку одеть. Уже не делал. Ух ты, майну сделал капитально. Как думаешь, будет рыба на кране? Ну должны же были мальки себе подбивать. Тюрьма-то, ну, телевизор вернее. Опа-на. Живы. Ох ты, подохли. Подохли почти все мальки. Почему-то. Натяжка, что ли? Да, еще и натяжка. Язёк еще и дергает. Вот такой еще язычек напоследок. Подошел к малькам полюбопытничать. Так, где наш улов-то? Давайте сразу подведем улов, пока не села батарейка. Наш сегодняшний улов — это 1, 2, 3, 4 язя. 1 налимчик вот такой живой тоже был, на полкило где-то, наверное. Здоровенный налим, килограмма на 4, наверное. И там пару налимчиков дохлых. И вот такой вот хариус тоже, к сожалению, кулыма. Он такой вот красавец, но уже за пашком пойдет собачке деликатес. Вот такой вот улов. Так что у нас рыбалка продолжается пока. Точку не ставим, поставим пока запятую. Что, чайпалки сегодня проверять будем или завтра уже? Не знаю. Ну, в общем, сейчас порешаем. Если проверять, то это еще тоже запятая. Если нет, то увидимся на следующей проверке. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Пока-пока. Ну вот мы и дома. И как бы уже по традиции крупных трофейных налимов обязательно взвешиваем. На реке я вам сказал, что этот налим не менее 4 килограмм. Сейчас это мы и посмотрим. Заодно и посмотрим, побили мы рекорд сезона. Сколько у нас был рекорд сезона? Уже не помню. Ладно, давайте здесь мы посмотрим. На реке я сказал, что этот налим не меньше 4 килограмм. Не меньше. Вроде бы даже говорил 4,5 где-то, не помню. Сейчас посмотрим. Он не такой длинный, но зато он какой толстенный. Вон. Смотрите, он просто дундук-бурундук. Так. Ставим. Не сначала воткнем, потом поставим по нолям где-то. Так. Для удобства на весах, чтобы протыкать, заострил, заточил. И теперь у меня этот крючок острый. Очень удобно, кстати, взвешивать. Возьмите на заметку. Так, ставим по нолям. Ага, все, по нолям. И пошла. Пошла. Так. И вес нашего налима 4,540. Он 4,540. Вот вес нашего налима. Тот, не помню сколько был. Сейчас посмотрю и напишем, побили мы рекорд сезона или не побили. Ну, красота. Рыбалка пока не заканчивается. Точку мы пока не ставим, пока ставим только запятую. Увидимся на реке, увидимся на следующей проверке наших продольников.